Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на очень необычную тему. Тема звучит так: во что не веришь, на что не надеешься, но что совсем скоро случится, либо получишь. Смотреть я буду до конца года. Да? Период от момента просмотра, от сегодняшнего дня и до конца года. Просто загадайте на себя. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать самую важную, нужную и полезную информацию. Так, прежде чем я начну, у меня к вам встречный вопрос. А почему вы не ждете счастья? А почему вы не ждете радости? А почему денег вы не ждете? Вот я смотрю на вашу отсыпку, и у меня аж прям волосы шевелятся. Почему вы так к себе категорично настроены? Почему вы не верите в свое будущее? Это просто уникально. Просто уникально. Если есть желание, напишите мне в комментариях. Я просто хочу понять, почему мои зрители настолько пессимистичны, настолько разуверились в своем будущем. Ну и в себе, конечно. Смотрите, здесь у меня женщина с мечтой, женщина с желанием. Я так понимаю, желание либо как-то помолодеть, преобразиться, у кого-то похудеть, у кого-то волосы отрастить, у кого-то, может быть, даже набрать вес, да, может быть, какую-то провести манипуляцию, операцию, какие-нибудь, может быть, там, не знаю, серию массажей лечебных провести. То есть вы об этом думаете, но вы то ли денег вам на это не хватает, то ли, может быть, жалко, то ли нет специалистов, которые могли бы действительно хорошо сделать. Здесь очень много переживаний, очень много мыслей и какое-то прям такое отрешенное состояние, что ой, нет, даже не буду надеяться, да, ну точно, я не смогу похудеть, у меня точно волосы не отрастут, у меня точно там кожа, там, не знаю, вся морщинистая будет, да. Вот почему-то вы так прям крест на себе поставили, говорите нет, нет, нет. Девочки, сразу хочу вам сказать, для тех, кто особенно вот внешние, да, вот по внешности, все, что связано с внешностью, там и похудение, и улучшение, это будет, это точно будет. Я не могу сказать, откуда это придет, либо что вас так сильно замотивирует, но это все в ваших руках. Сейчас вы вроде как от этого отходите и говорите, да, я хочу похудеть, но не могу, да, не могу же я себе там рот зашить, а кушать хочется, да, либо я вроде как там пью только одну воду, откуда это все берется, я не понимаю. Смотрите, я вижу, что будет ключ в ваших руках от той ситуации, о которой вы сейчас думаете. Не всегда, например, похудение, оно лишь только держится там на каких-то базовых правилах приема пищи. Там диет, строгих диет, либо в принципе там недоедания. Нет, есть моменты, например, связанные с гормонами, с гормональным фоном, с тем же инсулином. Да? То есть, возможно, вы именно подберете ключ к своей ситуации. Кто-то мечтает там о пластической операции, но стоят они очень дорого. И вы понимаете, что даже вот при огромном желании у вас нет возможности сделать эту операцию. Возможно, вы найдете косметолога, который, например, сделает вам какую-то комплексную услугу, которая заменит вот, в визуальном виде, да, заменит пластическую операцию, либо заменит на какой-то срок. Пусть там не на десятилетия, но там на 3-4 года будет все выглядеть как будто бы после пластики, да, вот идеально. То есть ключ в ваших руках. Вы сами подберете ключ к этой ситуации. У вас будет именно вот улучшение по красоте, по внешним данным и по состоянию здоровья. Вот то, на что вы уже не надеетесь, на чем вы уже там крест поставили, хотя хочется.
Вот это 100%. Здесь у меня женщина преобразилась, очень классно преобразилась. Дальше, обратите внимание, огромная корова, вот она, видите, корова, и вы сидите сверху и управляете коровой не за рога, а за хвост, видите? Вот ее хвост, вот здесь ее голова, вот здесь ее рога, вот они, эти ножки, и вы сидите сверху. Это просто шикарная картинка, я сижу, я любуюсь. Просто любуюсь. Вы знаете, корова – это не только про работу, это не только про деньги, это про благосостояние человека. Причем в нескольких аспектах, да, и материальном, и положение, и статус, и продвижение, и навыки, да, уровень жизни – это все про это. А вы сидите на этой корове и управляете ею за хвост. То есть легко. Ведь рога это тяжело, да, рогами нужно там и рулить, и управлять, и рогами могут и боднуть очень больно на самом деле, и покалечить могут коровы. А хвост легче некуда, да, за хвост схватили, этим хвостом туда-сюда повернули, да, и корова идет куда вам надо. Просто гениальная картинка. Если вы сейчас в каком-то трудном финансовом положении, затруднениях, работу, может быть, ищете, себя ищете в этой жизни, да, свое место, свою роль, может, кто-то бизнес начинает. Просто сфотографируйте именно вот этот сегмент, где человек сидит на корове. Сохраните на свой гаджет, будь то телефон, будь то компьютер. И пусть эта картиночка, да, она лежит и привлекает, и помогает вам поскорее добиться вот этой ситуации. Корова, обратите внимание, идет влево. То есть вы уже не верите, что вы можете вести успешный бизнес. Вы не верите, что найдете хорошую работу. Вы не верите, что вас будут повышать по должности. Вы не верите, что достаток, да, войдет в ваш дом, что денег станет больше, что вы свободны будете в финансовом, материальном плане. Вообще не верите. А если во что-то верите, то думаете, ой, придется работать, там, батрачить, рабствовать, там, да, как-то там окольными путями делать карьеру. Ой, как тяжело, ой, как тяжело. Нет, все будет наоборот, все будет очень легко, все будет просто. Вы умнейший человек, вы умнейший мужчина, либо умнейшая женщина. Просто вам, возможно, в начале вашего пути немножко не повезло. Либо не было условий, которые бы вам подходили. Да? Вот бывают же растения. Да? Вы извините за сравнение, но просто я хочу вам понятно это все объяснить, да? Донести до вас эту информацию. Не зря же, например, люди делают рассаду. Да? Сначала в каких-то тепличных условиях делают рассаду, когда прорастет растение, укрепится, его высаживают в открытый грунт. Да? Так и выживаемость растения улучшается, и плюс растение быстрее идет и в рост, и в зрелость, да, и в плоды, в результат. Вот и у вас так идет. Просто условий не было, вы никак не могли раскрыться. А здесь будут просто идеальные условия, где у вас все очень быстро и легко пойдет вверх. Так что, мои хорошие, все у вас впереди. В материальном, финансовом плане ситуация до конца года очень круто поменяется. Вы прям себе почувствуете, что не иду я по грешной земле, да, тяжело переступая, а еду на прекрасной корове, которая меня и кормит, и снабжает, и как несет на себе. Да, это замечательно. Так, левая сторона. С левой стороны у меня тройка. И человек, который снимает с себя как будто бы, как, не знаю, костюм, личину, что это. Тут и маска, и какой-то наряд. Да? Вот в чем-то этот человек был наряжен. Но по тройке это общение, это знакомство, это друзья, это коллектив, это соседи, это родственники также могут отыграться. Да? Человек, который долго очень с вами был рядом, человек, который был на хорошем счету у вас, и человек обнажается перед вами, то есть снимает вот это все наносное, напускное и предстает таким, как он есть. Это разочарование. Разочарование в человеке, за которого вы сейчас готовы, не знаю, поручиться, пойти в огонь и воду. Человека, которого вы считаете очень близким, родным, близким, доверенным лицом. Вот идет разочарование в человеке. И взгляд, да, на человека таким, как он есть.
И я вижу, что вы этого человека не примете таким, как он есть. Будете очень разочарованы. То есть на одного там, друга, родственника, приятеля, знакомого, коллегу у вас станет меньше. Просто этого человека вычеркните. И это будет очень правильное решение, потому что этот человек, он не просто любитель, да, там, носить маски и чужую личину примерять на себя, а человек еще очень коварный и в какой-то степени опасный. Да? То есть человек будет на чем-то пойман, на чем-то задержан, где все станет на свои места. И вы скажете: ой, нет, таких приятелей мне не надо, да? Либо таких друзей мне не надо. Да? Человек даже может на что-то ваше покушаться. Как пример могу привести так, что да, вы, например, замужем, либо у вас любовь, морковь, да, и ваша, например, подруга начнет проявлять интерес к вашему возлюбленному, да, какие-то активные действия. Либо вы вместе работаете, вы коллеги, вы друг друга всегда поддерживали, у вас все было замечательно, и тут ваша любимая коллега начнет на вас там, не знаю, доносы строчить, да, либо там ходить к начальнику, обвинять вас во всех грехах, либо пакостить и вас в этом обвинять, да? Такое тоже может быть. Поэтому, мои хорошие, одного человечка вы вычеркнете. Сейчас этот человек в ваших глазах просто идеальный. Но до конца года вскроется вся эта подноготня этого человека, и упадут розовые очки, вы сделаете правильные выводы. Вы не будете сожалеть, наоборот. Наоборот, вы будете вот об этом думать, как будто бы о каком-то знаке свыше, что Боженька открыл глаза. Открыл глаза и спас от такого коварного, лживого и опасного человека. Да, так иногда в жизни, к сожалению, бывает. Так, идем дальше. Здесь у вас ситуация большой радости. Радость, которую вам подарит тот, кто вас искренне по-настоящему любит. Ваш партнер настоящий, либо будущий, да, у кого-то прям и будущее будет. Сейчас никакого партнера нет, и вы смотрите и говорите: какой же партнер, да, нет никаких партнеров близко. Будет, 100% будет, потому что я здесь про любовь вижу у вас. Человек, который себя не жалеет, да, либо от себя отрывает и вам дарит какой-то праздник, какую-то радость, какое-то счастье, море удовольствия, какую-то красоту, я не знаю, что-то фееричное будет происходить. Вот именно тот, кто вас искренне любит. И это не друг, нет, это не друг, это именно тот, кто вас любит. Мужчины и женщины. Любимая женщина может вас так порадовать, либо любимый мужчина вас так порадует, 100%. Так вас уже много-много лет никто не радовал. Возможно, в детстве родители вас так радовали, либо в детстве так это все воспринималось. А тут уже во взрослом, либо в зрелом возрасте, но это будет феерия. Феерия красок, чувств и эмоций. Счастье, счастье, просто счастье. Счастье, подаренное тем, кто вас по-настоящему искренне любит. Так, теперь идем к любви. Здесь у меня очень противные человечки, которые не верят в любовь, которые разбили себе сердечки когда-то в прошлом, либо, как говорится, учителя хорошие были в кавычках, и вы уже в любовь не верите. Кто-то прям такой бука противный говорит: я не хочу, я больше не хочу, я больше не позволю разбить мне сердце. Уже в той любви как разочаровался целиком и полностью, да, ничего там хорошего нет. Если вы себя узнали, если вы отрицаете, отвергаете любовь, и для себя выбираете другой путь, типа путь гордого одиночества, то вы очень неправы. Здесь любовь очень сильная, я бы даже сказала, любовь с первого взгляда, либо живой интерес с первого взгляда. Здесь люди влюбятся вопреки своим убеждениям. Вот два одиночества, причем два упрямых одиночества, одинаково воспринимающие любовь, чувства, эмоции, вот они встречаются, как судьба играет людьми, да? Она их сталкивает и говорит: ага, а что теперь скажешь, да? А что теперь подумаешь? Будешь ли отрицать любовь? Вот как с первого взгляда любовь. Притяжение безумное. Знаете, как почувствуете: это мой человек, это моя половинка, вот роднулечка моя, вот прям как всю жизнь знаю этого человека. Да, вы такое чувствуете, такое ощущение. Ребятки, придется влюбиться. Придется забыться. Очень сильные чувства, взаимные, обоюдные.
Здесь люди никак не могут сопротивляться этой любви, с головой в нее уходят. Я вас с этим поздравляю, потому что вижу, что это путь к семье, путь к совместному счастью, путь к законному браку. Давайте что тут уж вилять. Путь к законному браку идет. Люди будут безумно счастливы. Счастливы настолько, что позабудут обо всем на свете, да? Только друг другом будут любоваться, друг о друге думать и друг другом жить. Вот такая сильнейшая любовь войдет в вашу жизнь. Понятно, что вы все разные, да? Понятно, что у каждого по-своему отыграется. Но то, что вы будете любить и будете взаимно любимы, это 100%. Так, следующий момент с левой стороны. Момент победы, причем победы очень неожиданные. Есть вообще ситуация, знаете, Давида и Голиафа. Когда вы маленький Давид, щупленький маленький Давид, а против вас выступает гигантский Голиаф. Сильный, агрессивный, не знаю, в 3 раза больше, чем вы. Я не могу сказать, кто этот человек вам. Может быть, какой-то конкурент, конкурентка, враг, вражина, завистник, вредитель. В принципе, человек, который имеет над вами власть. И я не могу конкретно сказать, что это за человек, либо при какой ситуации, в каких обстоятельствах. Но ваше какое-то одно действие, причем на ваш взгляд абсолютно незначительное, приведет к тому, что этот, я не знаю, огромный шкаф, он просто упадет, рухнет и рассыпется на мелкие части. Опять же, я, к сожалению, не могу сказать, что вы такое сделаете. Вот не могу и все. Но вижу, что это будет. Действие. Одно действие, которое опрокинет этого Голиафа. И он уже не сможет встать, он уже не сможет подняться. И вы неожиданно для себя будете праздновать победу, триумф. Да? Вы станете победителем. В это сложно будет поверить. Но люди, которые вас окружают, которые будут свидетелями этой ситуации, они начнут громко хлопать в ладоши, кричать вам «Ура!», да, как будто будут даже подкидывать на руках. Такая идет ситуация. Так что, мои хорошие, вы свои силы еще не знаете. А как узнаете, сами себя бояться начнете. Шучу, конечно, да, но тем не менее. Что-то такое прям необычное произойдет. Это, кстати, очень мотивирующий момент, который поднимает самооценку. И самоценность, да, даже не просто самооценку, самоценность в ваших глазах. Вы очень изменитесь после этого. Очень изменитесь. И те, кто вас знает, тоже начнут к вам относиться немножечко по-другому, получше, поуважительней. Знаете, как считаться с вами начнут. И это, знаете, дорого стоит. Это не просто так. Прям улучшается отношение всех тех, кто вас окружает. Так, и вот она звезда. Звезда пленительного счастья. Эта звезда как-то плавненько опускается к вам в руки. Очень плавно. Подгонять ее не надо. Ничего делать не надо. Эта звезда будет вашей ровно в тот срок, в то время, когда это, как говорится, да, положено. Придет время, и звезда ляжет вам в руки. Эта звезда — это какая-то ваша, прям заветная, сокровенная, неисполнимая хрустальная мечта. Это то, что вы искренне, истинно хотите, но о чем вы даже боитесь, либо стесняетесь сказать вслух. Эта звезда, она уже загорелась. Она уже загорелась. То есть вашу просьбу, вашу мечту высшие силы услышали, приняли, да, приняли ваш заказ к исполнению. В положенный срок она просто спустится с неба и упадет к вам в руки. Без всяких ваших усилий. Эта звезда — это как награда. Награда вам за то, кто вы есть, либо за то, что вы по жизни уже сделали, что вы себе заработали. Звезда очень правильной формы, и мне нравится, как вы ее получите. Очень нравится, да? Без усилий, без надрыва, без каких-то жертв. Да? Это награда. Награда найдет своего героя. Вот так мне выходит. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.